Вы смотрите итоговый выпуск новостей о самых заметных событиях вторника. 18 мая вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. На реке Лени образовался ледовый затор. Специалисты провели взрывные работы. Как это сказалось на уровнях воды? 8 населенных пунктов на территории Якутска попадают в зону возможного подтопления. Одним из первых сегодня открыли пункт временного размещения в здании ПТУ-16. В июне состоится онлайн-ярмарка вакансий от акционерной компании «Алроса». Какие еще программы по трудоустройству доступны в Мирнинском районе? Серьезное обновление ждет якутскую кадетскую школу-интернат. Расскажем о реализации программы «Авангард». В первую очередь отцовский пример. Нерюнгринцы Александр и Арсений Винокуровы стали призерами республиканских соревнований отцов и сыновей. Уровни воды продолжают повышаться на реке Амге у села Чимнаи Татинского района. В зоне затопления дворовые территории и автодороги, жилые дома и объекты экономики не находятся под угрозой, рассказал начальник отдела водного хозяйства ЛБВО Николай Портнягин. Уровни воды без учета защитной дамбы достигли показателей в 1177 сантиметров. При критической отметке 1155. В селе введен режим чрезвычайной ситуации. Затор на реке Лени взорвали в районе якутского поселка Кангаласы. Взрыв произошел в 18:50 по якутскому времени. Нижняя кромка льда находится между данным поселком и Едейским наслегом Намского района. Сейчас у поселка Кангаласы наблюдаются подвижки льда и густой ледоход, рассказал начальник отдела водного хозяйства ЛБУ Николай Портнягин. Уровень воды на реке Лени у гидропоста Якутска составляет 499 сантиметров. В Покровске Хангаласского района наблюдается спад на 5-10 сантиметров за последние 4 часа. Прямую трансляцию ледохода на реке Лени можно посмотреть на YouTube-канале Якутия-24, а также на сайте ЛБВУ. 8 населенных пунктов на территории Якутска попадают в зону возможного подтопления. Это более 260 домов, в которых проживает порядка 1500 человек. Столица готова в случае подтопления в срочном порядке эвакуировать жителей береговой зоны. Так, одним из первых сегодня открыли пункт временного размещения в здании ПТУ-16. Ульяна Шагина побывала на месте. В обычное время учебное заведение, но в случае чрезвычайной ситуации пункт временного размещения. Здание Якутского промышленного техникума, в народе ПТУ-16, ежегодно во время паводка готово встретить пострадавших от большой воды. Здесь одновременно могут быть размещены до 200 человек. Комната матери, ребенка, раскладушка. Основное размещение людей готовят в спортивном зале. Пока здесь только 5 раскладушек, но в случае большего количества людей всегда готовы из общежития привезти дополнительные кровати. Здесь не только обогреют, но и вкусно накормят. Как только поступают люди, начинается питание, все включается. Будут выдаваться талоны, по которым они будут питаться. Обязательным является медицинский пункт. Он при входе в здание. Дежурные врачи готовы в круглосуточном режиме оказывать первую медицинскую помощь. Мы всех их осматриваем, и потом все, кто разворачивается комната матери ребенка, если там все нормально, мы их всех разворачиваем по тем кабинетам, где они разложены. В связи с пандемией с прошлого года дополнительно готовят изоляторы. Здесь размещают тех, у кого будут обнаружены признаки общего недомогания и ОРВИ. В случае подтверждения ковид их в срочном порядке госпитализируют в больницу. И сразу будем на месте брать мазки на ПЦР, и наша лаборатория их будет делать в быстром темпе, чтобы мы знали. И до приезда скорой помощи они будут находиться изолированно. Посетил эвакопункт и мэр столицы Евгений Григорьев. Он отметил, что город в целом готов встретить паводок. Сегодня все жители береговой линии оповещены о возможном резком поднятии уровней воды. Напомним, исторически так сложилось, что первыми из-за паводка страдают жители Даркылаха и Пристанской улицы. Мы довели информацию до всех жителей, которые попадают под территорию возможного подтопления. Круглосуточное дежурство обеспечено на всех территориальных органах управления, которые определены как зона подтопления. Значит, в круглосуточном режиме работает УГЧС у нас сегодня в усиленном режиме. А также мы провели работу по
определению мест отгона крупнорогатого скота, ну и материально-технических ценностей. При резком повышении уровней воды оперативные дежурные будут ездить по береговой линии, оповещать пару людей о работе эвакопункта. С собой нужно не забыть захватить основные документы, паспорта, свидетельства о рождении детей, СНИЛСы и медицинские полисы. В случае ухудшения паводковой ситуации еще 2 пункта временного размещения будут развернуты в Табаке и Тулагина-Кильдямцах. Ульяна Шагина, Семен Афанасьев, специально для телеканала «Якутия-24». За одну ночь Мирный засыпало снегом. С утра в городе столбики термометра показали -7. Был снегопад. Даже ситуация в Айхале и Удачном. Местные жители выкладывают в соцсетях фото и видео со снегом на улицах. Особенно погода не порадовала автолюбителей. Большинство водителей успели сменить зимнюю резину на летнюю. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды и в Ленске. В ближайшие 3 суток неблагоприятная погода на территории Ленского и Мирнинского районов сохранится. Будет идти мокрый снег, переходящий в дождь. Ветер ожидается западного и северо-западного направления от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ожидается в ночные часы до -1, -6. Днем воздух прогреется до +5 градусов. Русский драмтеатр Якутска закрыли на карантин из-за выявления случаев COVID-19. Первым заболел один артист. Его анализ показал положительный результат. Коллеги из ближайшего окружения тоже сдали тест. Их анализы также выявили коронавирус, рассказал директор театра Александр Лобанов. Драматический театр имени Пушкина временно приостановил свою работу с 17 мая. Приобретенные билеты на спектакли можно вернуть на кассе театра или на сайте gard.rf. На время карантина в здании театра с 19 мая откроют пункт вакцинации против коронавируса. Айсен Николаев поручил главам районов усилить темпы прививочной кампании. В республике растет количество тяжелых больных. Участились летальные случаи среди молодых по возрасту людей от 18 до 40 лет. Глава Якутии подчеркнул, что наиболее эффективным методом в борьбе с опасной болезнью является массовая вакцинация населения. Мы провели опрос среди якутян, как люди относятся к вакцинации, и вот какие ответы получили. Хочу сказать, что правильно мы поддерживаем, что самоизоляция должна быть, что мы должны обязательно делать прививку. Я сама сделала прививку. Но это необходимый мер для того, чтобы снизить риск заболеваний. Я думаю, так. После приезда в свой родной город нужно посидеть дома 2 недели, чтобы обезопасить своих родных горожан. Считаю, что вакцинация единственный способ предотвратить заражение COVID-19, и я вот собираюсь на днях пойти вакцинироваться. И всех призываю к этому. 108 новых случаев коронавируса выявили в Якутии за сутки. По данным оперштаба, в столице республики 70 заболевших. Продолжает фиксироваться большое число инфицированных в Мегино-Кангаласском районе. Там выявили 20 случаев. Еще 6 человек заболели ковидом в Вилюйском районе, по 3 в Кобяйском, Чурапчинском и Усть-Алданском. 2 заболевших выявлены в Хангаласском районе и 1 в Верхоянском. Необходимо обратить внимание на осложнение ситуации в Верхоянском улусе, в связи с чем оперативным штабам, в том числе Верхоянского улуса, определена необходимость усилить работу, в том числе и по соблюдению гражданами режима повышенной готовности, который введен на территории Республики Саха-Якутия. На 18 мая 2021 года в республику поступило 143 428 вакцин. Они все доставляются сразу оперативно с самолетов в наши поликлиники города Якутска. И на настоящий момент проводится массовая вакцинация во всех поликлиниках как города Якутска, как Мегино-Кангаласского района. И в последующем она также будет направлена во все улусы республики для того, чтобы проводить вакцинацию. Как сказал глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев вчера в обращении граждан, мы имеем уникальную возможность прежде всего остановить заболевания всеми вместе, в том числе путем вакцинации. В скором времени в России в оборот запустят 4-ю вакцину от COVID-19. Об этом сообщил Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот президенту послами иностранных государств. В настоящее время в гражданском обороте в стране находятся 3 вакцины от COVID-19. Это «Спутник Ви», «Эпивак Корона» и «Ковивак».
Общегородские утренние зарядки возобновили в Якутске. Массовые утренние оздоровительные зарядки пройдут под девизом «Начни утро с победы над собой», сообщает Минспорта региона. Каждый инструктор представит определенное направление, например, такие как скандинавская ходьба, суставная гимнастика, оздоровительный бег, ушу и другие. Так, первая зарядка будет проходить в 6:30 утра по местному времени на площади Дружбы народов. В 7:00 тренировки стартуют на площадях Ленина, Орджоникидзе, Победы, в парке культуры и отдыха, а также в стадионе Туймада и на площадке возле торгового центра «Меркурий». За год на 70% возросло количество преступлений с использованием информационных технологий. Такие цифры сегодня озвучили на координационном совещании руководителей столичных правоохранительных органов. Так, фактором, способствующим широкому распространению данных преступлений, является наличие у большинства жителей Якутска электронных платежных систем, в том числе банковских карт, мобильного банка и доступа к сети интернет. Преступники, как правило, для звонков используют серверы VPN, Tor, прокси-серверы и хостинги, в результате чего установить их фактическое местонахождение очень трудно. Кроме того, участники совещания отмечают, что преступники используют психологические приемы. При этом уровень финансовой грамотности населения остается низким. К сожалению, мы констатируем те факты, что если несколько лет назад, в первую очередь, это были лица престарелого возраста, это были пенсионеры, то на сегодняшний день статистика сводится к среднему возрасту и более молодому поколению, когда юридически грамотные, финансово подкованные, финансово грамотные люди также становятся жертвами интернет-мошенников. Безусловно, основной способ совершения преступлений в отношении граждан – это получение от них информации относительно банковских счетов, банковской карты, персональные данные, которые содержатся на банковской карте, и СВС-код на оборотной стороне банковской карты. Почти полсотни поправок поступило в Госдуму для обеспечения послания президента. До конца весенней сессии они будут рассмотрены и приняты. Об этом сообщила депутат от Якутии Галина Данчикова на онлайн-встрече с журналистами. Речь идет о ежемесячном пособии на детей от 8 до 16 лет и пособии по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком. Также ожидается внесение инициатив, направленных на внедрение принципов социального казначейства, совершенствование законодательства об ответственности за уклонение от уплаты алиментов, бесплатную подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населенном пункте и другие законопроекты. Сейчас депутатами Государственной Думы будет приниматься решение в оперативном порядке принимать законы в реализацию послания президента для того, чтобы они уже сегодня начинали работать. Это вот те выплаты, которые я называла социальные, это вопросы, связанные с подготовкой закона о внесении изменений в закон о газификации, это подготовка закона и программы по социальной поддержке, закона по экологической ответственности бизнеса. Эти все законы должны быть приняты в самое ближайшее время. Компания РНГ строит в Алмазном крае заводы, дороги и мосты. Доставка материалов для таких больших объектов в срок – задача не из легких. Для снабженческой структуры из СИП-холдинга ООО «РНГ Снабжение» это не проблема. Ежедневно ее сотрудники выполняют заказы как для холдинга, так и для других компаний, которые работают в Якутии. Подробности о работе РНГ Снабжения в материале наших коллег. Якутия. Регион со сложным ландшафтом и суровым климатом. Доставить сюда груз – задача непростая, особенно когда речь идет о больших объемах. Чтобы выстроить оптимальные маршруты для поставки грузов в Алмазный край, создали дочернюю структуру РНГ Снабжения. Это компания полного логистического цикла. Предприятие обеспечивает комплекс услуг по закупке и поставке заказчику материалов. Складские базы есть в Москве, Усть-Куте, Ленске и Мирнинском районе. Это позволяет компании быть независимым транспортно-логистическим оператором и не подстраиваться под условия рынка. Компания РНГ Снабжение является закупочной структурой из СИП-холдинга. Все компании централизованно отправляют заявки в РНГ Снабжение. Такая централизация позволяет сформировать крупные лоты и заключить договоры непосредственно с заводами-изготовителями. За годы работы РНГ Снабжение заключило более 4000 договоров с лидерами российской промышленности. У иностранных компаний РНГ Снабжение закупает высокотехнологичное оборудование, такое как система автоматизации, геодезическое оборудование, сейсмическое оборудование при отсутствии аналогов на российском рынке. Более низкие цены обеспечиваются за счет оптовых скидок и снижения транспортных затрат, так как доставка осуществляется удобными партиями.
Ежегодные закупки РНГ-снабжения – это более 50 тысяч позиций на сумму не менее 5 миллиардов рублей. У компании более 5 тысяч постоянных поставщиков, из которых 95% – российские производители. РНГ-снабжение фокусирует свою работу на ведущих российских промышленных предприятиях. Чтобы сохранить свою конкурентоспособность, при отсутствии отечественной продукции сопоставимого качества закупают продукцию у иностранных производителей, таких как Emerson, Mercedes, Komatsu, Volvo, Hitachi, Waukesha и других. Но это редкое исключение из правила покупать отечественное, и компания очень строго относится к качеству поставляемых материалов и оборудования. У РНГ-снабжения трехступенчатый контроль качества. И такая дотошность приемки позволяет и поднимать стандарты упаковки, и обеспечивать стабильное качество при изготовлении. Сотрудники РНГ-снабжения имеют опыт и компетенции, необходимые для реализации сложных проектов, связанных с закупкой негабаритных и нестандартных грузов, также для их поставки в удаленные и труднодоступные районы. Весь персонал – это закупщики с опытом работы от 10 лет. В компании есть специалисты даже со знанием китайского языка. Работники склада обеспечены уютными рабочими местами, интернетом, сотовой связью, IP-телефонией. В складе установлена охранно-пожарная сигнализация, система видеонаблюдения. Погрузо-разгрузочные работы механизированы и ведутся с помощью современной техники. У общества с ограниченной ответственностью РНГ-снабжения есть в оперативном управлении собственный мелкотоннажный флот. Это позволяет в период низкой воды на реке без проблем доставить необходимый объем груза и не зависеть от других компаний. Чтобы снизить затраты на хранение грузов и обеспечить полный спектр логистических задач, РНГ-снабжение приобрела производственную базу у «Алроса» в Ленске. База представлена, территорией 7 гектаров, 3 металлических ангара, мачты световые, периметральное ограждение. Подготовлена грунтовая площадка для приема грузов различной конфигурации, различной сложности. Мы готовы для выполнения любых задач, которые будут стоять у нас в навигацию 2021 года. В РНГ-снабжение уделяют внимание борьбе с контрафактом и коррупцией. В компании работают по принципам Королевского института закупок и снабжения. В компании широко внедряются глобальные процедуры закупочной деятельности, основанные на рекомендациях Королевского института закупок и снабжения. Рекомендации института разработаны на основании консультаций более чем с 3000 специалистов и ученых из различных областей. Закупки компания осуществляет через собственный сайт и ряд торговых площадок. Приветствуются долгосрочные договоры по фиксированным ценам, которые позволяют планировать производственные программы промышленным предприятиям на долгосрочную перспективу. Борьба с контрафактом обеспечивается политикой прямых контрактов с производителями материалов и продукции и неиспользования торговых компаний в закупках. Даже в случае поставок от дистрибьюторов номера изделий проверяются у производителя. В отношении борьбы с коррупцией внедрены процедуры обеспечения конкурентной среды по всем закупкам, коллегиальности принимаемых решений и значительным количеством заявок, которые поступают от производителей по каждому лоту, который предлагается для закупки. В 2021 году ООО «РНГ-снабжение» примет и доставит через свои базы 25 тысяч тонн различных грузов. Предприятие планирует развивать свой флот в Ленском речном бассейне, а также обустроить инфраструктуру на причале в Ленске. Грузы по заявкам заказчиков будут отправляться на объекты работ на месторождениях без их доставки на центральный склад. Это повысит эффективность логистических операций, снизит производственные издержки. Александр Шершуков, Анна Винокурова, Роман Ларин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». А 9 июня пройдет онлайн-ярмарка вакансий от акционерной компании «Алроса». Подробнее об этом и о других актуальных программах по трудоустройству в Мирнинском районе расскажет наш корреспондент Барферина Алексеева. База требуемых специальностей в компании «Алроса» очень обширна. К примеру, только в Айхальский горнообогатительный комбинат требуется более 50 кадров. Это машинисты, трактористы и водители для работы в карьер юбилейный, горнорабочие, взрывники, крепильщики в подземный рудник Айхал, а также электромонтеры, механики, накладчики и слесаря. Проводится в рамках проекта «Местные кадры в промышленность». Компании представлены вакансии в основном рабочих специальностей, также руководящего состава. Требования к рабочим специальностям – это наличие квалификационных удостоверений, опыта работы. Центр занятости активно приступает обучать безработных граждан с последующим трудоустройством в рамках национального проекта «Демография».
Наиболее востребованы профессии по подготовке специалистов бухгалтерского учета, анализа и аудита, управления персоналом, медсестер, водителей различных категорий, горнорабочих, машинистов, охранников и электромонтеров. Срок обучения составит не более 3 месяцев. Это граждане от 50 лет и старше, также женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, также женщины, не состоящие в трудовых отношениях, имеющие детей дошкольного возраста, безработные граждане и лица пенсионного возраста, предпенсионного возраста. Также на территории района действует программа субсидирования для стимулирования работодателей трудоустраивать безработных граждан. Выплату работодателям за каждого трудоустроенного безработного гражданина субсидию, которая составляет 1 минимальный размер оплаты труда, увеличенный на страховые взносы и на районный коэффициент. Данная выплата является безвозмездной, но имеются определенные, конечно, требования как к работодателю, так и к самому процессу трудоустройства. То есть гражданин должен быть трудоустроен на постоянное место работы. В данной программе могут принять участие все предприятия, независимо от формы собственности, как бюджетные организации, так и индивидуальные предприниматели. В Мирнинском районе выплата на одного трудоустроенного безработного составит около 70 тысяч рублей. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Программу патриотического воспитания «Авангард» реализуют в Якутске с прошлого года. Это даст республиканской кадетской школе новый толчок в развитии. Что это за проект и какое будущее ждет кадетскую школу? В материале Дмитрия Тымырова. Многие взрослые помнят такой учебный предмет, как начальная военная подготовка. Она появилась в школах в 1930-х годах. В 80-х предмет убрали, а в 1991 году распределили между предметами ОБЖ и физкультурой. И вот сейчас федеральные власти захотели возродить былое, но уже под названием «Авангард». Это будут учебно-методические центры, которые уже сегодня открыты в ряде субъектов страны, в том числе и в нашем регионе. Наш учебно-методический центр «Авангард» работает с 2020 года. Мы своим приказом в прошлом году создали на базе Якутской кадетской школы-интернат. Что он делает? Ну, во-первых, мы проводим методическое сопровождение всех учителей ОБЖ по территории Республики Саха-Якутия. Рассказываем, как проводить занятия по начальной военной подготовке. Мы сопровождаем сборы наших обучающихся. На базе Якутской кадетской школы проводим военные сборы для старшеклассников города Якутской республики. Буквально на прошлой неделе министр обороны страны Сергей Шойгу провел совещание с участием представителей регионов в формате ВКС, где обсудили данный вопрос, по итогам которого поручил ответственным управлениям Министерства обороны оказать поддержку этим центрам, в том числе обеспечить их необходимой техникой и учебными материалами. В рамках этих указаний Якутск с рабочим визитом посетил командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Геннадий Жидко. Первым делом он посетил Якутскую кадетскую школу. В настоящий момент идет вопрос о том, что есть необходимость переосмысления деятельности, переоснащения материально-технической базы, укрепления материально-технической базы. И в свою очередь, как директор кадетской школы, естественно, я очень сильно заинтересован в этом вопросе, потому что следом за укреплением материально-технической базы идет и в том числе оснащение новыми объектами непосредственно Якутской кадетской школы. Так, в ближайшие 2 года стоит вопрос обновления базы кадетской школы. Это строительство нового учебного корпуса с интернатом на 125 мест и завершение работ по созданию учебно-методического центра «Авангард», который планируется завершить в декабре 2024 года. Все эти планы презентовали генералу-полковнику. Он, в свою очередь, сообщил, что якутский «Авангард» получит особую поддержку. С сегодняшнего дня плотнейшее взаимодействие. Самое лучшее взаимодействие во всем Восточном округе будет уделено этому кадетскому корпусу. И теперь он с сегодняшнего дня становится не просто кадетский корпус, а с наименованием кадетский корпус «Авангард». «Авангард».
Об усилении патриотического воспитания молодежи говорили и на встрече главы региона Айсена Николаева с Геннадием Житко. Стороны обсудили вопросы создания военного учебного центра при Северо-Восточном федеральном университете. Также запланировано развитие учебно-методических центров в городах Алдан, Нерюнгри, Мирный, отдельных подразделений по проведению мероприятий для школьников в муниципальных районах. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Якутск. Нерюнгринцы Александр и Арсений Винокуровы стали призерами 21-х республиканских соревнований отцов и сыновей. В них приняли участие более 20 отобранных команд из 18 муниципальных образований. Соревнования проходили в селе Телеги Мегино-Кангаласского улуса. С нерюнгринскими спортсменами встретилась Екатерина Павлова. Александр Винокуров работает учителем физкультуры в 15-й школе города Нерюнгри. Его сын Арсений учится в 9 классе 1-й гимназии. Больше 10 лет назад Александра пригласили на соревнования отцов и сыновей в качестве судьи. Окунувшись в атмосферу зрелищного спортивного праздника, у мужчины появилась мечта стать участником соревнований со своим сыном, который на то время был еще мал для этого. Считаю себя настоящим мужчиной, надо себя проверить, работать с топором, печней, с ружьем, охотим, лыжами. Я через все это проходил. Арсений вырос, возмужал и впервые свои силы команда Винокуровых попробовала в 2019 году на районном отборочном этапе. Один из ценных призов вручили именно нашей семье, охотничий карабин. Я говорю, мы же не заслужили же такого приза. Есть другие семьи, которые достойно выступили. Нет, и говорит, вы, во-первых, украсили это соревнование, во-вторых, вы даете шанс другим семьям, что на таком уровне можно даже выигрывать и достойно выступать. Взяв путевку на республику, отец с сыном начали активную подготовку. Для спортивной семьи это часть жизни. Они у нас участвуют в строганине, они у нас участвуют в конкурсе отцов и сыновей, приняли участие и стали победителями, опять же, эта же команда «Сын и отец» в конкурсе «Учитель ученических признаний» и достигают больших успехов. На республиканском этапе соревнований участники демонстрировали свое мастерство и лучшие качества в нетрадиционных видах спорта, таких как охотничий биатлон, лазание на столб, прорубание проруби, обтесывание бревна, заготовка дров, распил бревна на поленья. Это было довольно сложно. Я, конечно, не родился в деревне, я только летом там бываю. Надо 100% быть подготовленным. И я сыну всегда говорю, если мы едем на республике, если прыгаешь 10 метров, надо прыгать 15 метров. Если прыгать 15, надо прыгать 20. Надо выиграть достойно, чтобы такого не было, чтобы там потом не говорили. Уверенно надо выигрывать. Команда Винокуровых из Нерюнгринского района заняли 2-е место на этапе лазания на столб, а в общекомандном зачете оказались на 6-м месте. Главное для мужчин не победа, а положительный заряд эмоций, чувство сплоченности, когда вместе они идут к общей цели. А достойный отцовский пример – основа для воспитания сильных, здоровых и целеустремленных сыновей, будущих мужей и отцов. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. День подснежника в Якутии празднуют с 2004 года, 18 мая. Этот праздник стал доброй традицией для якутян. Подснежник – первый цветок, оживающий после долгой суровой северной зимы. Весенние цветы обладают не только эстетической красотой, но и лекарственными свойствами. Во все времена подснежником лечили бессонницу и другие функциональные нервные заболевания. Эти цветы, как яркие декоративные растения, страдают из-за массового сбора на букеты. Сбор подснежников, занесенных в Красную книгу, запрещен. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Не забывайте носить маски, обрабатывать руки и соблюдать безопасную дистанцию. А еще лучше получите вакцину. Всего доброго и до свидания.